Дыё працягвае аналітычная праграма «Актуальны мікрафон». І сёння праграму вядуць Алена Швайко і Дмітрий Рубашны. Правільнае і здаровае харчаванне. Як патрэбна харчавацца дзецям, новыя метады даследавання нашага арганізма, каб выключыць на раннія стадыі розныя хваробы і наогул, што такое функцыянальнае харчаванне. Сёння на гэтай тэмы мы паразважаем з намеснікам дырэктара рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства навукова-практычны цэнтр Национальной академии наук Беларуси по харчеванию Аленой Моргуновой. Здравствуйте, Елена Михайловна. Добрый день. Здравствуйте. Я думаю, что слушателям будет интересно еще узнать, какие новинки предлагаются, что разрабатывают ученые. Какие-то продукты импортные мы видим, что где-то уходят с полок магазинов. Наверное, надо искать им замену. Вот интересно, что предлагается, чем можно заменить, например, продукты, которые известны и продавались ранее. 317-97-21 наш телефон. Это минский номер. Для того, чтобы позвонить с других городов, еще набирайте 8017 317 97 21. Для СМС-вопросов короткий номер 1062, и комментарии можно на нашем YouTube-канале также оставить. Елена Михайловна, ну вот Дмитрий, в принципе, всю тему нашего диалога рассказал, но тем не менее я бы хотела, чтобы вы начали с того, что такое сегодня центр этот в Академии наук, что он собой представляет, какие задачи перед ним стоят и что уже такое глобальное сделано. Спасибо за заданный вопрос и возможность рассказать о нашем центре. Это Центр по продовольствию Национальной академии наук Беларуси. Мы занимаемся научным обеспечением всех пищевых отраслей Республики Беларусь. Это практически 25 разных видов отраслей, начиная от детского питания и заканчивая в том числе алкогольной, безалкогольной продукцией. Мы разрабатываем как нормативно-правовую документацию, стандарты на новые виды продукции, проводим испытания на безопасность и качество той пищевой продукции, которая находится на прилавках наших магазинах или завозится к нам извне. Мы проводим сертификацию этой продукции на основании протоколов о безопасности. У нас работает сеть центральных дегустационных комиссий на новые виды продукции перед тем, как поставить их на производство. Специалисты сенсорного анализа оценивают органолептические показатели новых разработанных видов продукции. И, кроме того, мы постоянно проводим мониторинг продукции, которая находится в наших торговых сетях, для того, чтобы определить, все ли правильно вынесено на маркировку, действительно ли все соответствует, что заявлено в маркировке. Таким образом, вот у нас центр занимается полным обеспечением, контролем безопасности и качества продовольствия. И работаете со всеми пищевыми предприятиями? Абсолютно со всеми, всех видов форм собственности, и государственные, и частные. К нам обращаются как за разработкой документации, так и полным сопровождением, созданием нового продукта и сопровождением его выпуска на производство. Могли бы пояснить, иногда появляются вот последние годы такие сообщения, что известный продукт, известный товар, там, не обязательно там называть производителя, да, но вот он и рекламировался, и занимал достойное какое-то место на полках, а потом оказывается, что он не соответствует каким-то показателям по безопасности. Стандартам. Как так получается, что долгое время он продавался, и люди фактически покупали небезопасные продукты? Я бы так не утрировала, потому что в Республике Беларусь система по контролю безопасности, она довольно серьезная, довольно конкретная. У нас ряд министерств, это Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства и продовольствия и Госстандарт, стоят на страже именно безопасности, то есть надзорные органы этих министерств постоянно контролируют, мониторят в продаже
продукцию пищевого направления на показатели безопасности и качества. Да, действительно, бывает, при мониторинге выясняется, что в этой продукции, причем это чаще всего иностранного производства продукция, чаще всего определяют добавки, не заявленные в самой маркировке. Тогда эта продукция изымается, есть так называемый черный реестр, который на сайте госстандарта можно посмотреть, в который занесена, кроме пищевой, вся остальная другая продукция, которая находится в наших магазинах. Поэтому, если кто-то интересуется, может зайти на сайт госстандарта и посмотреть этот реестр, какая продукция на сегодняшний день там включена. Елена Михайловна, вот у вас в центре существует лаборатория под названием «Функциональное питание», так? Да. Она где-то открылась года 2 назад. Да. О ней широко раньше говорили, когда она только открылась. И в СМИ тоже много о ней писали. Вот формат работы этой лаборатории и какие темы в разработке? Спасибо. Данная лаборатория создана непосредственно для проведения клинических, я бы сказала, исследований в условиях лабораторий новых видов продуктов. То есть мы разрабатываем новые виды продукции, и перед тем, как поставить их в массовое производство, особенно если это продукты, предназначены для определенных категорий с заболеваниями, например, с генетическими заболеваниями, такие как фенилкетонурия, целиакия, где очень питание играет самую первую роль, то прежде чем эта продукция пойдет уже в магазины, мы проводим, кроме всех названных видов деятельности, которые я уже говорила, это испытания, это и мониторинг показателей, мы проводим еще клинические исследования на той группе людей, добровольцев, для которых эта продукция предназначена. У нас в этой лаборатории работают медики и соответствующее медицинское оборудование для физиологического состояния организма после употребления этих продуктов. А как вы собираете добровольцев? Через поликлиники или просто люди знают о существовании вашей лаборатории? Если мы проводим специализированную продукцию, такая как фенилкетонурия, то мы работали непосредственно с обществом больных и с их родителями, и, соответственно, брали добровольное соглашение на проведение исследований, причем эта продукция уже прошла предварительно все испытания на безопасность и качество, и потом добровольцы употребляли эту продукцию, и мы смотрели ответ организма на восприимчивость к этой продукции. То есть все по-научному? Абсолютно, абсолютно. С этическим комитетом работаем Министерства здравоохранения. То есть здесь процедура в соответствии как для фармпрепаратов. А вот если разрабатывается новый продукт, и ученым кажется, что это, ноу-хау. А попробовать простому обывателю, минчанину, например, можно прийти к вам в лабораторию попробовать? Нет. Новый продукт, он разрабатывается, он проходит, как я сказала, ряд доклинических, клинических исследований, на безопасность проводит испытания, на качественные показатели, оценивает Республиканская дегустационная комиссия, и только потом этот продукт поступает на производство, где производится уже в массовое производство. И только тогда каждый минчанин может его попробовать, купив в магазине. Все ясно. А вот какие предприятия пищевые задействованы с вами в одной связке? Где можно все это приобрести? И если они, некоторые новинки нацелены на здоровье, то, может быть, стоит где-то и в аптеках продавать какие-то продукты? Да, значит, мы работаем со всеми пищевыми предприятиями. Самые последние новинки чаще всего в фирменных магазинах, фирменной сети того или иного предприятия. Особенно это касается, например, кондитерских предприятий. Очень много сделано на сегодняшний день по кондитерской продукции в рамках импортозамещения для того, чтобы мармелады, зефиры, конфеты соответствовали новым тенденциям на сегодняшний день. Чаще всего это с минимальным содержанием сахара и жира.
в рамках здорового питания и в рамках вот именно на сегодняшний день идет тренд снижения в продуктах соли, сахара и жира. Вот в этом тренде мы стараемся и разрабатывать свои все продукты. Это молочные предприятия, предприятия мясной отрасли, предприятия консервной отрасли, масложировая продукция. То есть все, абсолютно все наши пищевые предприятия, мы с ними работаем в тесной связке. Вот Либо под их заказы, либо мы им предлагаем свои инициативные разработки. Был Вот- вопрос слушателей на эту тему Мгм. и спрашивают, вот есть ли какие-то нормы, задача уменьшить содержание соли, сахара там на 10%, Да, на да. 30%. Я уже говорила, сейчас тенденция на снижение вот этих норм. Конкретные какие-то задачи ставить или... Ставят, и медики ведут на сегодняшний день уже вторую пятилетку программу снижения соли, сахара и жира в пищевой продукции. Имеется в виду соли до 5 грамм, это физиологическая норма на сегодняшний день, утвержденная ВОЗом, сахара добавленного, именно речь идет о добавленном до минимума, для того, чтобы использовать только сахар, который содержится непосредственно в сырье, в сырьевых компонентах, и снижение трансжиров, которые образуются при термической обработке, по возможности использовать более щадящие методы технологические, чтобы эти трансжиры не образовывались. Вот, Елена Михайловна, не могу понять, как можно при изготовлении мармелада, зефира обойтись без сахара? Абсолютно возможно. Для этого есть определенные компоненты натурального происхождения, так называемые сахарозаменители, но именно натурального происхождения, получаемые при глубокой технологической обработке растительного сырья. Вот вы термин произнесли импортозамещение. Ну, обычно мы его говорим, когда дело касается таких крутых экономических предприятий, экономических процессов. Но неужели санкции ударили и по вам, по ученым, которые занимаются вот разработкой нового питания? Или они ударили просто по пищевым предприятиям и уже вам, так сказать, бумерангом небольшим так? Вы знаете, я бы не получилось. сказала, что на сегодняшний день санкции ударили очень сильно. Я бы не сказала так. На сегодняшний день... Да, у нас не хватает тех пищевых добавок, например, там ферменты, значит, пробиотики, пребиотики, то есть те компоненты, которые у нас не производятся массово, крупных. У нас нету таких вот именно предприятий по производству ингредиентов, и в России их нету, крупных. Но, тем не менее, на сегодняшний день мы возвращаемся, я бы сказала, по заказу тех же предприятий, особенно вот это касается кондитерской отрасли, возвращаемся к так называемым советским рецептурам, где не использовались Вот эти эти новые ингредиенты, да. ингредиенты. И Мы что теперь возвращаемся... не будет консервантов, не будет каких-нибудь там добавок, которые удлиняют срок хранения? хранения, На да. сегодняшний день я бы сказала так. То, что применяется в пищевой промышленности Республики Беларусь, те вспомогательные технологические добавки, они строго регламентированы, строго безопасны и строго используются по технологическому процессу. То есть то используется, без чего невозможно обойтись. Да? Но при возможности их можно заменить на сегодняшний день, использовав другие сырьевые компоненты. Натуральные, да? В данном случае я бы происхождения. говорила то, что ученые могут проектировать продукты, избегая тех или иных добавок в составе сырья. Да, возможно, срок, так как это натуральные продукты, срок будет менее длительный. Возможно, Срок хранения имеется в виду. да, срок хранения, срок годности так называемый, возможно. Но мы уже пришли к тому, что заботимся о своем здоровье, и, соответственно, чем меньше срок годности того или иного продукта, тем более натуральный этот продукт. Еще по импортозамещению все-таки, не та сфера, где здесь много чего нужно замещать, потому что выбор продуктов собственного производства достаточно большой, а импортные, как правило, за небольшим исключением, лишь дополняют и делают
больше свободы выбора у потребителя. Тем не менее, люди привыкают к тем продуктам, которые они постоянно покупали. Возможно, где-то проблемы логистики, производства и так далее. И мы видим, что каких-то продуктов уже привычных нет. Что здесь могут предложить наши производители? Какие привычные продукты вы имеете в виду? Я не говорю там в целом, да, что пропали, например, какие-то колбасные изделия, например, да, или соки. Но вот какой-то продукция какого-то конкретного производителя зарубежного, ее сейчас сложно найти. Я считаю, что на сегодняшний день в республике продовольственная безопасность настолько развита, у нас интегральный показатель по безопасности больше единицы, 1,09. Это говорит очень о многом. И мы по молочной, мясной продукции превосходим в разы как Россию, так и остальные страны-соседки по Евразийскому экономическому союзу. И я не вижу смысла привозить к нам молочную либо колбасную продукцию. У нас своей более чем достаточно. У нас достаточно своего рапсового масла, если мы, условно говоря, ограничились теперь с подсолнечным маслом. Да? Тем не менее, на сегодняшний день уже посевы подсолнечника тоже растут у нас. То есть мы постепенно замещаем вот эту, может быть, в какой-то степени привычную продукцию, которая была. Но мы переходим на свои сырьевые компоненты, на свои возможности. И я бы сказала, что санкции – это время возможностей. Действительно, более глубокие технологии усовершенствовать, использовать то, что раньше просто шло на удобрение или на корм скоту, а использовать это в пищевой промышленности. Тут очень много на сегодняшний день возможностей поработать со своим сырьем. Может быть, этими возможностями раньше не пользовались, потому что собственного производства было невыгодно. Абсолютно правильно. Раньше поставлялось... Получается, что сейчас мы начинаем в большей степени, да, и использовать тот потенциал, который у нас был, да, но продукты в итоге будут дороже. Насчет экономической составляющей я не могу вам спрогнозировать, но то, что раньше мы до конца не использовали свой потенциал, да, и сейчас эта возможность представлена. Раньше нам Европа поставляла технологии, оборудование вместе с технологиями. Сейчас мы эти технологии должны создавать сами, свои собственные технологии, и если мы отбросим длительную логистику, то, возможно, они не будут дороже, эти продукты. Это будут наше сырье на нашей собственной базе, оно не будет дороже. Елена Михайловна, у нас небольшой перерыв у программы. Мы вернемся через несколько минут буквально. Нагадаю слухачам, что у нашей студии працує намеснік і директора Республіканського унітарного підприємства Навуково-практичний центр Національної академії наук Білорусі по харчуванню Алена Маргунова. 317 97 21, телефон нашей студии, задавайте питання, звоните 8017, код Минска и номер 317 97 21. Если диктатор, говорят, последний диктатор Европы, если так, то вам повезло. Вы встречаетесь с последним диктатором Европы. Откровенно о сокровенном. О чем молчит независимая в кавычках Европа. Ситуация с вашими санкциями, дебильными, дикими, непонятно какими, показала, насколько вы зависимы от российских энергоресурсов. Будущее сквозь призму настоящего. Не дай бог голод, слушайте, вот тогда будет диктатура. И во Франции в том числе. Оруэлл 2022. Европейская политика как есть. С вашей территории шли на Киев. Вы меня упрекаете, что я агрессор, а вы кто? Вы же туда оружие поставляете, ваши наемники. Наемников там 20 тысяч перевернулось, всего 20 тысяч, в том числе и с Францией. На кого точит зубы гиена Европы? Вы хотели, чтобы я спокойно смотрел, что Польша видит в своем составе всю Беларусь?
Киевский Цуксванг. Когда установится мир? Это все зависит от Украины. Но Украине никто не даст закончить войну. Чего хочет Европа? Какая роль Беларуси в этой войне? Вы плюнули на нас. Попытались ноги вытереть, обменяя, мою страну, народ. Я вам это не позволил и не позволю. С санкциями мы справимся. Какое будущее видит белорусский президент? Я смотрю с оптимизмом, потому что у меня, как и у вас, есть дети. Вот основа моего оптимизма. Ну давайте жить мирно. Телеверсию интервью Александра Лукашенко информагентству «Франс Пресс» смотрите на «Беларусь-1» 22 июля в 20:00. Вы ждали, и мы вернулись. Второй сезон грандиозного вокального шоу «Фактор Бай» начинается. Звездные наставники снова встретятся, Кайфуйте, танцуйте, любите, живите. чтобы зажечь новые имена. Прием онлайн-заявок открыт. Присылайте свои анкеты и фрагменты с вокальным выступлением. Время и место встречи скоро объявим. Подробности на сайте tvr.by. Фактор Бай. Звезды сошлись. Працягваем праграму «Актуальны мікрафон». Яшчэ раз нагадаю, што сёння ў нашай праграме прымае ўдзел намеснік дырэктара рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства навукова-практычны цэнтр Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па харчаванні Алена Маргунова, і мы рассказываем вам правилы правильного харчевания. Елена Михайловна, есть очень много на YouTube-канале вопросов, но мы давайте еще один вопрос, тот, который мы с вами решили и ранее обсудить. Я знаю, что сравнительно недавно, вот с вашим участием, прошел круглый стол по детскому питанию. Такое мудреное название было «Специализированное питание детей. Стратегия качества и инноваций». Как такой интерес был чем вызван к такой теме? Были представители, я знаю, Белорусского союза женщин, очень много было, и предпринимателей были. Да, у нас прошел такой круглый стол, специализированное детское питание. С чем связано это была инициатива проведения, так как наш центр имеет свою собственную производственную площадку, где есть цех детского питания, и где мы выпускаем специализированную продукцию для детей. Специализированную, я имею в виду, это продукция предназначена для определенных категорий, о которых я уже говорила. Те, которые болеют на генетическом уровне такими страшными заболеваниями, как фенилкетонурия, целиакия, и для которых питание очень важно и первостепенно. То есть им определенные продукты не массового производства под запретом считаются. Для них мы разработали целую линейку такой продукции для больных фенилкетонурией, низкобелковая продукция, начиная от каш, макарон до кондитерских изделий. Также у нас большая линейка безглютеновой продукции без содержания сахара. Вот об этом мы обо всем и говорили, насколько это перспективное направление, насколько такая продукция пользуется спросом и какие еще нам шаги нужно предпринять, чтобы наши дети получали непосредственно здоровую, качественную продукцию, и чтобы именно эта здоровая, качественная была в школьных буфетах. Готовы еще на десяток вопросов от слушателей ответить? Да. Ну, или почти десяток. По поводу школьных буфетов. Ольга Ивановна отметила, которая нам позвонила, что да, в школьных буфетах не продаются теперь чипсы, газировка, да? Верно? Да, верно. Но она видит, она рядом со школой живет, как ребята во время переменки бегут в магазин и возвращаются оттуда с пакетами чипсов и с бутылками газировки. Вот таким образом переучить, переубедить, а может быть предложить какую-то более здоровую альтернативу. Ну, да. или запрещать, как она говорит,
еще и в магазинах детям покупать? Дело все в том, что в магазинах запрещать это не выход. Здесь нужно разговаривать, и здесь все идет от семьи. Как раз вот этот вопрос, что у нас строго регламентирована уже та продукция, которая находится в детских садах, где дети проводят большой промежуток времени, в школах. Здесь эта продукция регламентирована строго, есть определенные перечни допустимой продукции. Да, конечно, дети, идя из школы, могут себе позволить купить ту вредную продукцию, к которой они, возможно, привыкли в семье. Так вот, нужно начинать эту работу, пропаганду, я не побоюсь этого слова, именно пропаганду здорового питания, здорового образа из семьи. Следующий вопрос про детское питание. Аршанское, да, в Орше его делают? Мясо молочное, что мясные, там? Мясные. По 100 граммов в баночке, да, детское питание. Вот спрашивает слушательница, взрослому, у которого диета, да, можно ли каким-то образом это детское питание для взрослого человека, хватит ли ему там пищевой ценности и всего необходимого? Вы знаете, детское питание у нас находится, я уже говорила, под жестким контролем. Для детского питания предназначены определенные только виды компонентов. Соответственно, взрослому можно употреблять и нужно употреблять эти продукты. Они, конечно, очень полезные, соответственно, выверенные по всем физиологическим нормам. Возможно, если взрослый привык к определенным компонентам, таким как соль и там пряности, то эта продукция им будет невкусная, но она будет полезная. Поэтому, если он сможет употреблять, она будет без соли, соответственно. Если он сможет эту продукцию употреблять, то это будет только польза для его здоровья. Вам вопрос уже задавали по поводу фенилкетонурии. Из Витебска был звонок. В этом городе можно ли достать, купить продукты? Вы знаете, что у нас, так как я уже сказала, что у нас есть свой цех, и мы производим эту продукцию для всех желающих, могут зайти на сайт нашего центра по продовольствию, где есть координаты доставки, непосредственно сделать заказ на те виды продукции, которая там представлена. И через почту, либо можно у нас забрать этот заказ, можно все это организовать, и нет никаких вопросов. Еще благодарят производители за рапсовое масло. Да. За то, что его, каким-то образом объяснили людям, что оно полезно, и вот его распробовали, нравится. Говорят, вероятно, его бы и за границей могли покупать хорошо. Да, конечно. Это я бы сейчас назвала, мы очень плотно работали с рапсовым маслом, и благодаря нашим инициативам его так широко разрекламировали, потому что оно действительно это суперфуд наших белорусских широт. И так как на сегодняшний день сорта рапсового масла изменились благодаря селекционерам, это масло не имеет никаких посторонних дополнительных запахов и привкусов, и на сегодняшний день его можно использовать как в салатах, так и для жарки. И я считаю, что на сегодняшний день это супер полезный продукт для белорусов. Хлеб один из основных наших продуктов, хотя многие уже от него отказываются. Но хлеб не такой ведь, как раньше, да? Сейчас очень большой выбор, и, как говорит слушатель, есть там и с добавлениями семена льна, и кунжут, и много разных добавок. Вот он задает вопрос, а есть ли от этих добавок польза? И может, если уж хлеб, так обычный хлеб, который продавался раньше. Для того, чтобы добавить этому нашему традиционному хлебу из пшеницы, тритикали или самый полезный, я считаю, ржаной, добавить еще добавленную полезность, его и обогащают семенами льна, которые содержат те же омега-жирные кислоты, как в рапсовом масле полезные, добавляют тот же кунжут, который обладает рядом биологически полезных веществ. То есть здесь эти
добавки натуральные для добавленной пользы. Но, видите, хорошо, что вы объяснили, потому что слушатель полагал, что добавляют для того, чтобы сделать подороже продукцию. Нет, я бы Чтобы не... вкуснее было, Чтобы сделать вкуснее и полезнее. Ирина Михайловна, вот у меня вопрос, YouTube-канал. Что из исконно белорусских продуктов можно считать самыми полезными? Как правило, спрашивают про сало, Да, про самыми яйца. полезными я бы назвала, может быть, не на первое место, но где-то в первых рядах наш березовый сок. Он сезонный товар, но тем не менее это лучшая альтернатива другим импортным сокам. Я бы назвала тоже белорусское сало, но его нужно, конечно же, суточную дозу тоже ограничивать много. Это сколько, 15 грамм где-то, да? До 30 До грамм, 30. да, в сутки, потому что там довольно много насыщенных жирных кислот, и те, у кого есть какие-то проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, не надо, много употреблять, но тем не менее это наш исконный белорусский продукт. Я бы назвала ржаные сорта хлеба, квашеные овощи, например, капуста, тоже суперфуд, рапсовое масло. Я бы назвала нашу кондитерку нашу, это и наш белорусский шоколад, настоящий шоколад, и мармелад, и зефир. Это наши белорусско-исконные продукты, которые вот на сегодняшний день как раз-таки выпускаются с добавленной полезностью. А мед в числе полезных продуктов? Мед в числе полезных. Спрашивает слушатель, мед бывает разный, иногда купишь, а он застывает там через неделю уже, а другой остается таким жидким, как будто свежим, да, в течение очень долгого времени. Почему так происходит? Он задает вопрос. И как правильно употреблять мед, чтобы это было полезно? То, что есть разные вариации меда, это понятно, и есть разные производители меда, которые есть добросовестные, а есть, которые добавляют определенные компоненты, сахар, например, и, соответственно, мед может застывать. Мед, конечно, это очень индивидуальный продукт. Я бы сказала, что для тех, у кого не возникает аллергии от меда, то им можно употреблять натощак столовую ложку меда. Так, вот еще вопрос, YouTube-канал. Тренд сейчас на снижение сахара. Есть топинамбур, хороший заменитель. Существуют ли какие-то продукты у нас, где применяется топинамбур? Да, у нас была несколько лет назад совместная белорусско-российская программа союзного государства, так и называлась «Топинамбур», в рамках которой разрабатывали оборудование по, глубокой переработке топинамбура и, соответственно, новые продукты. Эти новые продукты, они разработаны с содержанием топинамбура. Больше там, конечно, было пищеконцентратной продукции, это была продукция консервной отрасли, для различных пюре использовали. Почему нет? Можно, конечно, но... Она есть в продаже? Она есть в продаже и есть с содержанием топинамбура, потому что это натуральный инулин. Но у нас в Беларуси на сегодняшний день нет таких массовых посадок топинамбура. Возможно, это одна из проблем, которая в период санкций будет решаться, потому что это опять-таки наши возможности, наше сырье, которое можно использовать. Органическое сырье. Есть ли у нас продукты органические? Я знаю, что существовал когда-то эко-рынок под Минском. Работает ли он сейчас? Да, Валерьянова работает рынок, но насколько там вся продукция органическая, я не могу гарантировать. Но закон у нас принят, и на сегодняшний день у нас на прошлой неделе проходило такой семинар по органическому земледелию, куда были приглашены фермеры, представители министерств различных, где решался вопрос, как условно создать возможность
возможности для тех фермеров, которые отдали себя органическому земледелию. На сегодняшний день в Беларуси 28 таких хозяйств, 28, которые выпускают различную продукцию, и ряд предприятий, которые выпускают тот же березовый органический сок, который идет на экспорт, ту же органическую, водку. Вот, ряд других продуктов. Фермеры выпускают органическое зерно. Мы пробовали органическую клубнику. То есть, но это... И что, и как с грядки Попытки сдачи, есть? да? По вкусу? Да, по вкусу видно, что она не обработана, потому что она разных размеров, и, условно говоря, вот такая, как вот условно на грядке, потому она не... И намного это дороже получается? Да, потому... в разы дороже. Органическое там. дорого за рубежом, я оно знаю. будет дороже, потому что для органических условий нужно создать определенные условия и процедуры. Это практически ручной труд. Поэтому на сегодняшний день более 5% органических продуктов, оно не может быть на рынке больше. Продукты Это могут 5% быть, от всего рынка. С органическими, да, а вот если их уже перерабатывать потом и сохранить, то надо все равно консерванты и так далее. Ну, сахар добавляешь, все равно это уже Это будет... натуральные продукты, и их лучше всего употреблять в том натуральном виде. Если это клубника, лучше ее в таком же виде употреблять. Еще был вопрос антислеживатель. Это соль. Это, Антислеживатель. в принципе, если это вот попадет в продукт... Нет, это сейчас маркируется как антислеживатель. Это обычная поваренная соль. Этого не надо пугаться. Это обычная поваренная соль, просто ее классификация идет по международной классификации как антислеживатель. И еще вопрос задавали вам. Ищет слушательница корм для животных сухой. И вот говорит, что, к сожалению, он пропал. Видимо, зарубежный производитель. Чем можно заменить? У нас, вот вы интересно рассказывали про питание, про продукты для людей, а для животных кто этим занимается, разработкой? Для животных это не наша Это как бы ветеринария, прерогатива. скорее всего. Да, это ветеринары, это больше к Министерству сельского хозяйства. Елена Михайловна, не успеем мы, но все равно затронем интересную работу вашу новую в лаборатории. Направление такое биоимпеданс. Я правильно Да, выразилась? Что это за исследование и что можно узнать с помощью такого метода? Пожалуйста. Биоимпедансометрия – это на сегодняшний день новое такое направление. Это, я бы сказала, очень замечательная вещь – профилактика своего физиологического состояния. В нашей лаборатории функционального питания биоимпедансный анализ проводится. Это диагностика состава тела человека посредством измерения электрического сопротивления отдельных частей его тела. То есть к человеку прикрепляются датчики определенные, и подсоединяется к определенному программному обеспечению, и компьютерная программа выдает потом результаты. Предварительно человека диагностирует его рост, вес, все показатели внешние проверяют, и затем на основе вот этого диагностики его внешнего состояния и биоимпеданса получаются рекомендации, что на сегодняшний день с его организмом. То есть какой его настоящий физиологический возраст, сколько у него лишнего висцерального жира внутреннего, какова его костная система, сколько у него мышечной ткани, сколько у него лишней влаги. То есть вот эти критерии, его конкретный анализ физиологического состояния позволяет на основе биоимпеданса выявить, во-первых, риски возникновения тех или иных заболеваний, пограничное состояние, и дать человеку рекомендации именно в питании по улучшению его состояния, если это необходимо. А может ли вот этот метод
так сказать, предсказать какие-то заболевания на ранней стадии. Да, если вот я говорю, критические точки, выявить пограничное состояние сердечно-сосудистых, даже онкологических заболеваний, наш медик может порекомендовать посетить того или иного врача для того, чтобы снять вот эти такие рискованные моменты. Скажите, сколько длится вот этот метод обследования? Сколько часов? Или Нет, это буквально полчаса. Человек должен прийти к нам в лабораторию, записаться. На сайте есть вся информация, записаться, прийти в четко установленное время, и с ним проведут вот эту диагностику. Лучше всего это сделать натощак, в хорошем расположении духа, с хорошим настроением. Спасибо, Елена Михайловна. Я думаю, что многие прислушаются вот к этому нашему с вами последнему посылу и придут к вам. Нагадаю, что гостем программы «Актуальный микрофон» была сёння намеснік дырэктара Рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства навукова-практычны цэнтр Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па харчаванні Алена Маргунова. Запрашаем яшчэ раз прыйсці да нас. Размова была цікавая, і вось на YouTube-канале нават нам дзячаць за нашу размову. Ну, а правялі праграму сёння Алена Швайко і Дмітрый Рубашны. Сустрэнемся на нашай хвалі. Спасибо.